Доброе утро, дорогая республика. Телеканал «Якутия-24» и самая добрая утренняя программа «Утро Якутии» приветствует всех, кто сейчас, возможно, только проснулся, либо тех, кто сейчас уже собирается на работу, ну или, возможно, только подтягивается в кровати. Да, и мы рады вас приветствовать и, конечно, нацелены на то, чтобы сегодняшнее утро и вообще начало рабочей недели для вас было бодрым и, конечно, запоминающимся. Кстати, эта неделя у нас шестидневная. Да. Ну и, собственно, мы рады приветствовать. Если вдруг кто-то включил телеканал «Якутия-24» впервые, то мы напомним, что эту неделю с вами утро будем встречать мы, я, Дарья Анкехова и Руслан Ачиров, ну и, собственно, вся наша большая команда, которая находится рядом с нами. Да, но на улице уже заметно холодает, но, как известно, самая прекрасная, наверное, пора в Якутии — это лето. Но, конечно, все портит кто? Комары. Но есть, оказывается, страна, в которой вообще нет комаров, и это Исландия. Но свой бескомарийный статус она может утратить. Комаров заметили в 20 милях от столичного Рейкьявика. Два энтомолога смогли поймать в общей сложности 3 комаров, 2 самок и 1 самца. Оказалось, комары принадлежат виду, который отличается сильной устойчивостью к холоду. Ученые отметили, что раз они заметили 3 экземпляра, значит, на острове их явно гораздо больше. Если это так, то Исландия действительно утратит свой уникальный бескомарийный статус. Впрочем, по мнению некоторых биологов, комары могут жить в Исландии. Они просто не могут до нее добраться. Вот, например, в 1980-х был обнаружен комар в салоне недавно приземлившегося самолета. И даже представь, тот комар был заспиртован и хранится до сих пор в лаборатории Исландского института естественной истории. И до сих пор это был единственный комар, обнаруженный в Исландии. Вот так. То есть комарам быть в холодах или нет? Я не знаю, по крайней мере, пример Якутии, у нас же не так уж и жарко, да, но у нас комаров очень много. Но, скорее всего, в Исландии все-таки другой, наверное, климат. Климат, действительно. Но мухи периодически еще летают. Ну, по крайней мере, у нас в кабинете одна вот до сих пор почему-то периодически появляется. Но, видимо, не хочет пока она уходить в спячку, да, или улетать куда-нибудь. Да, ловить ее жалко. Да. Но сейчас давайте узнаем, какая же погода за окном и что надеть перед выходом на работу. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 11 градусов. В заречной группе 10-16 ниже 0. В южных 13 градусов мороза. В Вилюйской группе 7-11 со знаком минус. В Нижнеленских 8-11 ниже 0. В западных до минус 20. В Колыман-Дигирской группе улусов 14-24 ниже 0. В Янских минус 13, минус 23. На северо-западе 5-8 градусов мороза. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 9 градусов. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Ветер западный 2 метра в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до минус 6 градусов. Ну что, погоду узнали, давайте узнаем самые актуальные новости, которые произошли к этому часу, и передаем слово нашим коллегам. Доброе утро, коллеги и телезрители. Расскажу о самых заметных событиях к этому часу. Россиян предупредили о ноябрьских изменениях в налогах, ОСАГО и связи. Так, Федеральная налоговая служба получит право взыскивать некоторые долги с физических лиц без обращения в суд. Если налогоплательщик проигнорирует уведомления в личном кабинете, деньги могут быть списаны напрямую со счета. Камеры фото-видеофиксации начнут проверять, есть ли у машин действующий полис ОСАГО. Если страховой договор не найден в базе, владельцу будут приходить штрафы. Первое нарушение оценивается 800 рублей, повторные в несколько тысяч. Связисты должны до 1 ноября проверить количество номеров у каждого абонента. Лимит 20 сим-карт на человека. Все лишние будут заблокированы. Также с 24 ноября нотариусы обязаны уведомлять наследников о долгах умерших.
Оживленная суета, аромат свежей северной рыбы и довольные покупатели. Ярмарка «Рыба Якутии» подошла к концу. В этом году она прошла уже в 15-й раз и собрала более 11 рыболовецких хозяйств со всей республики. В течение 2 дней на прилавках можно было найти свежий чир, нельму, обуль и муксун, а также мясную продукцию, полуфабрикаты и мед от местных производителей. Гостей радовали концертные номера и мастер-классы по приготовлению строганины и салата индигирка. Ну, мы в моей ярмарке только первый раз. Мы продаем свою продукцию, жиганская осенний улов, соленая рыба. Очень вкусная. Нас каждую осень отправляют, чтобы это население продавало. Люди хорошо покупают, рыбу любят у нас в Якутии. Мне кажется, все в спросе. Мясо, рыба, вся в спросе у нас. Население северное, поэтому любят все местное. Особенно мясо, рыба, она в тренде. Финальный день фестиваля «Наука 0+» школьников и студентов принял СВФУ имени Максима Амосова. Здесь разместилось более 70 площадок. Нововведением этого года стало размещение учебных подразделений на нескольких этажах здания. Это позволило продемонстрировать достижения ученых в полном объеме. Кроме того, в этот раз одной из центральных тем стала победа в Великой Отечественной войне. Так, некоторые институты и факультеты оформили кабинеты в этой тематике. Отмечу, что популярностью у посетителей пользовались станция дронов, площадка «Военная топография» и стенды, связанные со здоровьем. В Якутии к 80-летию Бориса Неустроева «Мандар-Уз» проходит акция. В этом году республика отмечает юбилей знаменитого народного мастера, лауреата Государственной премии имени Платона Аюнского, академика Академии духовности Якутии, заслуженного работника культуры, почетного гражданина Татинского улуса. Сегодня в республике проходит акция по продаже ковров, созданных по картине «Мандар-Уз в пути». Все средства от продажи будут направлены на строительство Мас-Урага в этнологическом музейном комплексе «Мандар-Уз» в селе Баягар Татинского улуса, где будут представлены философские образы и творчество Бориса Федоровича. Якутская дзюдоистка Надежда Татарченко стала бронзовым призером Кубка Европы. Также ожидается выступление другой якутской спортсменки Аины Моисеевой. Дзюдоистка Надежда Татарченко из Якутии в составе сборной России выступила на Кубке Европы в Боснии и Герцеговине. Татарченко сразилась в весовой категории до 70 килограммов, куда перешла только недавно. Лидер сборной Якутии добилась первой медали в новой категории. Первое место завоевала представительница Германии Сара Мехлау, победив в финале местную Александру Самарджич. Вторую бронзу с Надеждой разделила Эмили Сук из Дании. И мы продолжаем наш утренний эфир. Министерством здравоохранения Якутии совместно с Якутским региональным отделением Всероссийской организации родителей детей-инвалидов в октябре текущего года была организована акция «Путь к своему здоровью». Акция направлена на поддержку родителей детей-инвалидов, предоставляя им возможность пройти бесплатные медицинские осмотры. Акция призвана привлечь внимание к здоровью родителей детей-инвалидов, которые часто уделяют больше внимания здоровью своих детей, забывая о собственном. А подробнее об акции расскажет председатель Всероссийской организации родителей детей-инвалидов Олеся Кондратьева. Доброе утро. Доброе утро. Олеся, расскажите, пожалуйста, немножечко подробнее об этой акции. Когда началась, сколько длится, продлилась, может быть, есть уже какие-то итоги, результаты? Это очень хорошая акция, на самом деле она уникальная. Проводим мы ее с 2022 года благодаря тесному взаимодействию регионального отделения с Министерством здравоохранения. Действительно, акция направлена на то, чтобы родителям детей с инвалидностью обращали чаще внимание на свое здоровье, потому что они в основном все свое время уделяют детям и заботятся о их здоровье. Иногда очень часто забывая о своем здоровье, и это приводит к очень нежелательным последствиям. А какие задачи у данной акции? У данной акции задача вовремя предупредить сложные заболевания и обратить внимание родителей на то, что нужно заниматься и своим здоровьем, потому что нашим детям нужны здоровые родители. Это очень важный момент, на который многие родители не обращают внимания. Ну а какие обследования могут пройти родители?
Родители проходят на первом этапе достаточно большой круг обследования. Это узкие специалисты, такие как невролог, кардиолог, лор, окулист. И такие инструментальные обследования, как УЗИ, ЭКГ. Также они проходят анализы различные и онкопоиск. А есть ли какие-либо результаты этой акции? Вообще, вот, может, какие-то отзывы участников? Да, действительно, за 4 года мы накопили очень много хороших отзывов, предупредили достаточно много заболеваний, да, развития заболеваний очень сложных у родителей. Многие родители были направлены на втором этапе в наши республиканские центры и кому-то даже провели оперативное лечение. То есть результаты очень хорошие. Все родители, которые проходят, отмечают, что в Центре здоровья, где проводится акция, очень вежливые специалисты. Медосмотры проходят достаточно быстро. Вот за 2 дня этого года, 18 и 25 октября, на первом этапе прошли обследование 89 родителей. Это достаточно Почти, большое Почти количество. 100. Да. А можно ли сейчас пройти еще это обследование, или все-таки это какая-то сезонная акция? Эта акция, вот она длится 2 дня. Первый этап 18 и 25 октября – это суббота, выходные дни, чтобы родители имели возможность оставить своих детей кому-то из родственников или знакомых, кто работает. И вот первый этап на этом, к сожалению, заканчивается. И потом, по результатам первого этапа, кому необходимы дополнительные обследования, родители направляются по принципу зеленого коридора на второй этап медосмотров. Олеся, ну вот вы председатель Всероссийской организации родителей детей-инвалидов, да? Давайте поговорим немножко вот о вашей такой, наверное, дружной семье, да? Вообще, чем занимаетесь и какие еще меры поддержки вы оказываете родителям? Ну, ВОРДИ – это большая всероссийская организация, одна из 4 организаций, которая дополнила перечень всероссийских организаций, в которых ранее отсутствовало представление интересов нашей категории. То есть наша категория – это дети-инвалиды, инвалиды старше 18 лет, которые нуждаются в представительстве своих интересов, а также семьи, которые воспитывают детей с инвалидностью. Создано для продвижения инициатив родительских сообществ, вот как, например, наши комплексные медосмотры. Мы взаимодействуем с органами власти и добиваемся достойных условий жизни и общества. Очень много работаем над соблюдением прав детей с инвалидностью. Это немаловажно, да? Да, это очень важный момент. Вот основная наша работа в правовом поле. И мы работаем по обращению родителей. То есть родители обращаются, когда сталкиваются с какими-то сложностями, и мы уже стараемся помочь. Ну, конечно, это не так легко, ведь опять же, не на все хватает времени, да, не на все хватает возможности, да, где-то получить, возможно, информацию, да, уж проще обратиться к организации, где есть, наверное, и волонтеры, и специалисты, да, узкопрофильные. А можно ли немножечко рассказать о том, где вы находитесь, как к вам обратиться, но и в целом, может быть, как-то дистанционно можно задать вопрос, либо там оставить заявочку? Да, конечно, можно дистанционно направить свои вопросы. У нас есть сайт Всероссийской организации, то есть в поисковом поле набираешь ВОРДИ организации, и там выходит по регионам список регионов, в которых есть ВОРДИ, и контакты регионов. Также можно с нами связаться через благотворительный фонд Харысхал. Мы очень тесно сотрудничаем с фондом. И через колл-центр благотворительного фонда. Но если возвращаться к акции «Путь к своему здоровью», да, вот, допустим, родители, это есть какая-то определенная база данных или все-таки могут, допустим, после нашего эфира еще принять участие в вашей акции? Вот в этом году, к сожалению, уже возможность принять акции именно в городе Якутске. Первый этап мы закончили, да, но наша акция расширила достаточно свою географию. В прошлом году она прошла в 7 районах республики, а в этом году уже в 9 районах республики. И в некоторых районах первый этап еще не закончился. Да? Акция проходит в Ханагаласском, Нерюнгринском, Вилюйском, Намском, Мирнинском, Алекминском, Таттинском и Чурапчинском улусах. И вот
в некоторых из них все-таки акция проходит. Ну, всю подробную информацию на Продолжай. сайте можно, наверное, Да. посмотреть, да? Конечно, можно Ну, посмотреть. а лучше, конечно же, знаешь, вот поставить себе галочку в следующем году, да, на календаре, что вот именно в этот период надо обязательно позаботиться о своем здоровье, если же в этом году еще не успели, да? Да, я думаю так. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо за то, что вы сегодня посетили наш эфир. И желаем вам успехов в вашей деятельности. Спасибо. Спасибо. Ну, а мы не перестаем говорить о том, что со своим здоровьем нужно не просто дружить, да, о нем нужно заботиться. И заботиться нужно о нем прям с 7 часов утра. Да. И поэтому прямо сейчас мы предлагаем вам сделать зарядку вместе с нами. Причем зарядка не обычная, а йога. Всем доброе утро, меня зовут Виктория Чиннова, я сертифицированный тренер по йоге. И сегодня мы с вами сделаем бодрящую зарядку-разминку. Во-первых, можно начать с массажа мячом. Если у вас есть обычный теннисный мячик, вы можете сделать такой бодрящий массаж стоп. Для этого нужно промять все стопы и прокатить мячик по всей стопе на одной. И то же самое сделать на второй ноге. Теперь приступим к самой разминке. Становимся в тадасану, ножки параллельно друг другу, стоим ровно, коленки подтягиваем, бедра подтягиваем. Таз направляем вперед. Поднимаем ручки вверх, вытягиваемся. Ставим ручки верхние на мосты и вытягиваемся назад, а таз тянем вперед. Затем, опускаясь, можно согнуть коленки и притянуться животом к бедрам, а опуститься вниз ручками либо положить на коврик, либо положить под икры. Отлично. Следующее. Становимся ближе к краю коврика, отшагиваем левой ножкой назад, правая ножка остается у нас спереди. Угол соблюдаем 90 градусов, либо чуть больше, но меньше нельзя. 90 градусов. Поднимаем ручки вверх, вытягиваем позвоночник вверх, таз подтягиваем вперед. Наклон назад, вдох. С выдохом сильная становится задняя ножка, вытягиваем ручки вперед, живот ложим на бедро. Отлично. Затем правую ручку на колено, перед собой и вытягиваем левую ручку вверх, вдох, задняя ножка сильная, выдох. Возвращаемся, подшагиваем левой ножкой вперед. Отлично. Восстанавливаем дыхание. То же самое на другую ножку, вдох, таз вперед, с выдохом наклон вниз. Отшагиваем правой ножкой назад, угол 90 градусов. Поднимаем ручки вверх, наклон назад, таз вперед. Вытягиваем ручки вперед, ложимся на бедро, задняя ножка становится сильнее. Левая ручка на колено. Ставим перед левой стопой и поднимаем ручку правую вверх к потолку. Вдох и выдох. Отлично. Возвращаемся в исходное положение. Значит, становимся по центру коврика. Ножки чуть пошире. Пальчики заворачиваются вовнутрь, ножки параллельно друг другу. Стоим удобно. Таз подкручиваем вперед. Ручки поднимаем вверх, вдох. С выдохом наклон параллельно полу. Правая ручка идет у нас на левое колено. Левая ручка разворачивается к потолку. Плечи от ушей назад. Вдох. С выдохом мягко меняем положение. Левая ручка на правое колено. Правая ручка вверх. Вдох. Выдох. Отлично. Возвращаемся на место. Собираем ножки. Ну а на календаре 27 октября. И сегодня Всемирный день аудиовизуального наследия. Пользуясь случаем, мы поздравляем сотрудников Национального центра аудиовизуального наследия народов Республики Саха-Якутия с их профессиональным праздником и желаем успехов в сохранении коллективной памяти и обеспечении ее передачи будущим поколениям. Наши телезрители любят и ждут поистине интересные исторические сюжеты, которые подкреплены, конечно же, эксклюзивными архивными кадрами. Какие еще события связаны с днем сегодняшним, нам расскажет рубрика «Даты и события».
На календаре 27 октября. Сегодня Международный день школьных библиотек. По народному календарю Параскева Грязнуха или Параскева Пятница. На Руси ей дали неласковое прозвище Грязнуха. Этим святая должна быть обязана сырой погоде и слякоти, которые обычно сопровождали день ее памяти. Если распутица столь велика, что отпечаток лошадиного копыта тотчас заливается водой, значит, до зимы осталось 4 недели. Кроме того, большая грязь сулила обилие дождей и весной. Этот день в истории. 1672 состоялся первый спектакль в комедиальном Харамине в первом в России театральном здании. 1873 подана заявка на патент колючей проволоки. 1927 в Москве открылся Центральный театр рабочей молодежи, сегодня Ленком. 1951 для борьбы со злокачественными образованиями впервые применено радиационное облучение. 1984 состоялось официальное открытие сквозного движения поездов по всей Байкало-Амурской магистрали. В этот день родились Джеймс Кук, английский мореплаватель, путешественник, исследователь, картограф; Никколо Паганини, итальянский скрипач и композитор; Иван Мичурин, русский биолог, селекционер, академик; Теодор Рузвельт, 26-й президент США; Роберт Фальк, русский и советский живописец; Михаил Жаров, советский актер, режиссер театра и кино, народный артист Советского Союза; Лидия Русланова, советская певица, заслуженная артистка РСФСР. Именины сегодня отмечают Игнатий, Кузьма, Максимилиан, Михаил, Назар, Николай, Петр и Прасковья. И мы вновь желаем всем прекрасного, доброго утра понедельника. Это касается особенно тех, кто только-только к нам присоединился. Напоминаем, что вы смотрите прямой эфир программы «Утро Якутии». Если вдруг вы что-то пропустили или, возможно, хотите пересмотреть наш эфир заново, вы можете смело сделать это на нашем телеграм-канале. Если вдруг не знаете, как это сделать, то все гораздо проще. Сканируем QR-код, который видите прямо сейчас на экране, добавляемся в нашу большую дружную утреннюю семью и, собственно, наблюдаем за новостями и интересными ссылочками в нашем телеграм-канале. Ну а мы продолжаем. Жительница Улан-Удэ Инна Галсанова завоевала аж 4 титула на конкурсе красоты в Индии. Чем именно покорила индийское жюри девушка, узнаем в материале Александры Фишевой. Мама, я тебя очень сильно люблю. Ты самая красивая мама. Так звучит самая искренняя поддержка. Дочь болела за маму всю неделю. Хоть и была за 6000 километров, но сдаться не давала. Вот когда она увидела корону, как отреагировала? Ну, там у меня даже голосовое сообщение, ее визги. Инна выходила на сцену 4 раза, больше, чем кто-либо из участниц. Я не понимала в моменте первую ленту. Опять мой номер меня вызывает, второй, потом третий корону и еще потом за лучший. Жюри заворожило не только внешность улан-удэнки, но и платье, которое сшила сама Нонна Тагачиева. На мировой подиум Инна вышла благодаря участию в конкурсе красоты «Мисс Азия Россия-2025». Поехать в Индию уговорила его директор. Инна сперва отказалась, но через какое-то время я прямо вцепилась в Инну. Она очень дружелюбна, улыбчива. Она всегда всем говорит спасибо, пожалуйста. Она очень воспитанная. Знаете, она такая вот образ у нее настоящей восточной женщины. Сдержана как на сцене, так и в жизни. Несмотря на тяжелый график, держалась до последнего. С утра до вечера у нас были репетиции на каблуках 18 сантиметров, то есть вообще ног не чувствуя. Я не модель. Я на подиуме не ходила. Для меня это было сложно. Знаете, эта корона, мне кажется, создана для головы Инны. Она прямо вот реально, эта корона не на всех так хорошо сидит. В день финала было знаковое для меня. Было число 27.09.2025. День 3 девяток. И получается, жеребьевка была, я под номером была 9. Девятка — это цифра победы, трансформации. А может, дело в характере, ведь Инна занимается благотворительностью, а в свободное время рисует мандалы. Правда, теперь в графике еще и подиумы. Скорее всего, в следующем году Инна снова полетит в Индию, но уже в роли члена жюри. Александра Фишева, Санджей Шакжин, телекомпания «Аригус».
Продолжаем тему красоты, но уже перенесемся в Якутию и перейдем к красоте природной, ведь она вновь удивляет. В акватории Северного Ледовитого океана у острова Котельный зафиксировали редкое гидрологическое явление – блинчатый лед. Эти идеальные ледяные круги не результат работы НЛО, а творения мороза и ветра. Все начинается со снежного сала, особой кашицы из крупинок снега на воде. При похолодании эта масса превращается в заготовки для так называемых блинчиков, которые ветер и вода шлифуют, заставляя кружиться на воде, как волчки. Уникальный природный феномен можно наблюдать лишь при стечении особых природных условий. Ну, интересно, да, так увидеть бы хотя бы один раз такое, да? Ну, наверное, не просто восхититься можно, но как минимум вот узнать полезную информацию, что это все-таки не что-то сверхъестественное, да, а это все природа. Вот я думаю, что тоже наши телезрители в соцсетях, вот буквально недавно, когда вот все замерзает, были такие красивые, как якутские сережки, вот, ну, замерзшие вот в ручьях, лед, тоже очень красиво смотрится. Ну, а теперь перейдем от тем, так сказать, высоких, возвышенных, да, к теме, которая актуальна ежедневно. И это, конечно же, проблема, которая может коснуться каждого, но мы всегда стараемся пропагандировать, да, то, чтобы люди не попадали в эти сложные ситуации. Это тема злоумышленников, да, конечно. Злоумышленники звонят людям под видом сотрудников популярных маркетплейсов или курьеров. Они сообщают о доставке уже оплаченного товара и просят подтвердить получение. Но если человек пытается объяснить, что ничего не покупал, то мошенники дают понять, что заказ, скорее всего, оформлен в качестве подарка кем-то из знакомых и что ошибки с адресатом нет. Для убедительности лжепредставители онлайн-платформ иногда называют данные получателя – фамилию, имя, отчество, а также адрес доставки либо по месту регистрации или фактического проживания, либо по месту работы. Затем, якобы для подтверждения даты и места вручения заказа, злоумышленники просят назвать код из СМС-сообщения или пуш-уведомления. В сообщении, которое приходит во время разговора, содержится одноразовый пароль от банка. Его мошенники используют для входа в интернет-банк и свободно похищают со счета деньги. Что же предпринять? Прервите разговор. Никому никогда не сообщайте коды из СМС-сообщений и пуш-уведомлений. Кем бы он ни представился, звонящий, и ни по какому бы поводу он бы к вам не обратился. Настоящие сотрудники маркетплейсов никогда не запрашивают информацию о персональных данных, коды СМС-сообщений или данные банковской карты. Пожалуйста, будьте бдительны и осторожны. Мошеннических схем несчетное количество, но цель у злоумышленников одна – похитить ваши деньги. Поэтому главный совет – не общайтесь с незнакомцами, проверяйте информацию, в данном случае в банках или маркетплейсах. Кстати говоря, буквально на днях, ну вот в эти выходные я видела пост одной очень известной артистки в нашей стране, которая вот попалась на вот такую уловку. Причем она была 100% уверена, что никогда в жизни мошенники до нее не доберутся, потому что она же все знает. Ну и, в общем, ситуация была такая же. К ней должна была прийти доставка, она назвала код и услышала на заднем плане, что ей сказали «ничего себе». Она с первого раза код дала. И только в этот момент она поняла, что она попалась на эту уловку. Самым первым делом она, конечно же, побежала, закрыла все свои госуслуги и справилась с этой задачей. Но, конечно, неприятный осадок остался. А ведь могло все закончиться печальнее. Поэтому, заказывая те или иные товары, будьте внимательны. Никакие кода называть нельзя. Да. Ну, вообще все уловки мошенников играют на простой человеческой слабости. Они предлагают своим жертвам легкую и быструю выгоду. Но пока одни люди становятся их легкой добычей, другие зарабатывают деньги упорностью и трудолюбием. К примеру, герои нашего следующего сюжета. Мы часто слышим разговоры о поколении Z. Они живут только в гаджетах, не хотят работать и думают лишь о развлечениях. Сегодня мы познакомим вас с молодым человеком, который своим примером разрушает этот стереотип. Эрчим Гайгородов, ему всего лишь 17 лет, и он уже владелец собственного магазина в центре города. С юным предпринимателем познакомилась Катерина Винокурова. В то время как его сверстники возвращаются с уроков, 17-летний Эрчим Кайгородов спешит проведать свой бизнес. Не понарошку, а по-настоящему. Его магазин в центре Якутска – это не просто точка продаж, а воплощенная мечта. Компьютерным играм представитель поколения Z предпочел работу с кожей. Вот работа кожей, чем меня привлекла, тем, что это очень гармоничная такая работа. Там, как сказать, ну,
прям создаются качественные вещи своими руками. Это очень интересно и очень умиротворяюще, так сказать. И именно кожаные вещи меня заинтересовали тем, что они долговечные, очень практичные и удобные. И именно кожа – это вот такой материал, очень универсальный такой. Эрчим – живое опровержение мифа об инфантильности своего поколения. Он не потребитель, он создатель. День его расписан буквально по часам. Учеба, подготовка к ЕГЭ, спорт, работа в мастерской и, конечно, продвижение бизнеса. Так как у меня нет проблем с учебой, я вот хорошо учусь, успеваю, у меня остается свободное время. И поэтому у меня вот остается дело на бизнес. У меня тоже хобби есть. Я волейболом занимаюсь, баскетболом. Планирую свой день. Когда вот на день не знаешь, что делать, можешь ничего не сделать. А когда у тебя есть четкий план, что, когда, во сколько, легче разобраться, куда тебе нужно, вот после этого в голове держать у себя. В изделиях из кожи важна функциональность, говорит Эрчим. Будь то обложка для паспорта с вкладками для других документов или кошелек с отсеками не только для банковских карт, но и для наличных и монеток. Мне больше важна практическая ее часть, функциональная, чем дизайн. Дизайн так таковой у нас в основном это, конечно, форма, какая кожа используется, и гравировки. Мы наносим различные гравировки. Как сам этот, я больше воспринимаю функциональность, думаю. Вот, допустим, в чехле для паспорта, вот, чтобы удобно можно было карту положить. И снилс. В 17 мир должен принадлежать тебе. Каждый так говорит. Но никто не готовит к тому, что жизнь может состоять из налоговых отчетов, арендных договоров и цифр в таблице. Но этот вкус настоящей взрослой ответственности по душе парню. Много трудностей, в общем, вот, при ходе открытия индивидуального предпринимательства. Как для несовершеннолетнего тоже, допустим, вот, нужны нотариальные согласия для родителей вообще, чтобы открыть ИП. Также вот, эмансипация еще нужна. В регистрации вот, терминала, там, надо вообще сам терминал сначала, фискальный накопитель, его зарегистрировать. Вот эти сложности, это вот как раз этот драгоценный опыт, за которым вот я все это начал. Теперь я уже понимаю, как все это делается, как все открывается, как все работает. Вот. В плане налогов тоже много узнал. Вот. Разные системы есть, допустим. Сейчас еще изменения по налогам будут. К сожалению, вот для меня плохо коснуться меня, но я не унываю. Для меня самое главное – это вот опыт и изделие, чтобы был качественный товар. Бояться – это, конечно, нормально. Стремление развиваться, боязнь всегда присутствует. У меня тоже были страхи, боязни открыть свое дело. Но если вы точно уверены в своей идее и в себе, то идите вперед, и у вас все получится, обязательно получится. Возраст – это энергия, чтобы пробовать новое. И пусть не каждый откроет магазин в 16, но стремление к самореализации, смелость и трудолюбие Эрчима, безусловно, заслуживают уважения. Пусть его пример вдохновит других. А мы будем следить за успехами нашего героя. Катерина Винокурова, Артумен Наговицын, Якутск. Ну а мы, конечно, желаем Эрчиму дальнейших успехов в его деле. Ну и, как видите, мы всегда в нашем эфире знакомим вас с интересными людьми, ну а также знакомим с информацией, которая касается различных аспектов нашей жизни. Так, например, на очереди наша постоянная рубрика «Советы юриста». Когда исчерпаны все другие способы повлиять на недобросовестного родителя, в силу вступает последняя и самая суровая мера – лишение родительских прав. В каких случаях закон становится на сторону ребенка и какие доказательства нужны суду, и с чего начать этот сложный процесс, на все эти вопросы отвечает наш юрист. Доброе утро, Якутия! Дети – самая беззащитная и уязвимая часть нашего общества. Иногда родители ведут себя очень неподобающим образом по отношению к своим детям. Обижают, применяют физическую силу, совершают преступления. Сегодня тема нашей рубрики – лишение родительских прав в случае виновного поведения таких родителей.
В Семейном кодексе Российской Федерации, а именно в статье 69, указаны основания, по которым родитель, неважно мать или отец, могут быть лишены родительских прав. К ним относятся злостная неуплата алиментов, отказ родителя забрать своего ребенка из роддома, уклонение от выполнения своих родительских обязанностей, жестокое обращение с детьми, совершение преступления против ребенка или другого члена семьи, а также заболевания в виде хронического алкоголизма или наркомании. Обратите внимание, что подать заявление о лишении родительских прав могут только определенные граждане. Это второй родитель, опекуны, органы опеки или прокурор. Таким образом, родственники, будь то бабушки, дедушки, тети или дяди, ограничены законом на подачу иска, конечно же, если они не являются опекунами ребенка. Лишение родительских прав – не редкая категория, но одна из самых сложных категорий гражданских дел. Суд при рассмотрении дела выясняет все обстоятельства, учитывает все доказательства и принимает решение с учетом мнения ребенка. Ребенок с 10-летнего возраста в обязательном порядке опрашивается в зале суда в присутствии социального педагога. Судом выясняется мнение ребенка по поводу лишения прав родителя. Какие могут быть доказательства нарушения прав ребенка как основания для лишения родительских прав? Это в первую очередь справки о задолженности по алиментам, вступившие в силу постановления по административным делам или приговоры по уголовным делам в отношении ребенка или другого члена семьи. Также это характеристики из школы или детского сада, акты органов опеки, переписки об отказе общения с ребенком или содержащие угрозы, свидетельские показания и другие доказательства. К участию в деле всегда привлекаются органы опеки и прокуратура, которые по завершению судебного разбирательства дают свое заключение. Истцы при подаче искового заявления освобождены от уплаты государственной пошлины, так как иск подается в интересах несовершеннолетнего ребенка. Родителю, лишенному родительских прав, следует знать, что он теряет полное право на участие в жизни ребенка и его воспитание. Однако обязанность по уплате алиментов за ним сохраняется до совершеннолетия ребенка. Восстановиться в родительских правах зачастую очень сложно. Делается это также в судебном порядке. В суде необходимо доказать свое исправление, изменение своего поведения, устранение причин, препятствующих воспитанию ребенка. Некоторые ошибочно полагают, что родителя можно лишить родительских прав в любой момент. Однако это заблуждение. Лишение прав возможно только до 18-летия ребенка. При этом, если ребенку исполняется 18 лет уже в процессе разбирательства, суд обязан прекратить гражданское дело. Поэтому инициировать такие дела необходимо как минимум за несколько месяцев до совершеннолетия ребенка. На этом все. До новых встреч. И если не знаете, как поступить, поступайте всегда по закону. Опрос в ЦИОМ показал, что свой знак зодиака знают почти все россияне, а именно 97%. А к гороскопам с разной периодичностью обращаются 4 из 10 россиян, то есть 42%. Ну вот ты относишься к 42%? Ну, я, наверное, где-то такой воздержавшийся. То есть ближе... Но свой знак зодиака я знаю. Слава богу. То есть к 97 ты относишься, да? Да. Ну вот давайте сейчас прямо узнаем, что же звезды сулят нам на предстоящей неделе. Овны, на этой неделе у вас есть шанс прорваться через старые барьеры. Работа потребует точности и дисциплины, но ваши усилия будут замечены. Особенно важны первые 3 дня. Именно там закладывается фундамент для всего ноября. В отношениях возможно буря эмоций, ревность, страсть, споры. Не играйте на повышенных тонах. Один честный разговор спасет от ненужных драм. Тельцы, вы окажетесь в ситуации, где придется опереться на свою внутреннюю силу. Рабочие дела потребуют настойчивости, партнеры могут вести себя непоследовательно, и именно вам придется удерживать линию. Финансовые решения отложите хотя бы на неделю. Слишком велик риск ошибиться. Близнецы, неделя для вас полна разговоров, встреч и переписок. Важно помнить, каждое слово будет иметь последствия. На работе умение правильно сформулировать мысль станет ключом к успеху. Вы сумеете заключить договор или найти союзника. Раки, вы будете особенно чувствительны к событиям и словам окружающих. В работе придется погружаться в детали, и именно там вы найдете ответ, которого другие не заметили. В семье возрастет потребность в вашей заботе, вы станете центром, на котором держится равновесие. В любви это время доверия, не бойтесь показать свою уязвимость.
Львы, вы снова окажетесь в центре внимания. От вас будут ждать решений и примеров. В работе наступит момент, когда нужно показать лидерские качества. Ваши идеи услышат, если они подкреплены фактами. В выходные стоит выбрать время для себя. Искусство, природа или даже простая тишина вернут вам энергию. Девы, на этой неделе вы почувствуете, что хаоса слишком много. И именно вы способны его упорядочить. В работе вы наведете структуру, и это даст ощутимый результат. Финансы потребуют контроля. Проверяйте счета, не доверяйте словам без документов. На выходных звезды советуют уделить время телу. Прогулка или легкий спорт помогут восстановить силы. Весы, солнце уже ушло из вашего знака, и вы чувствуете легкую усталость, но вместе с тем появляется глубина. Теперь важно понять, что вы хотите по-настоящему. В работе вам стоит выбирать проекты, где есть перспектива, даже если результат не сразу очевиден. В отношениях, возможно, искренность на грани. Честный разговор может быть полезным, но необходимым. Скорпионы, солнце в вашем знаке – это ваш сезон. Вы чувствуете прилив энергии, ясности и уверенности. Неделя идеально подходит для новых начинаний, смелых решений, а главное – для честного взгляда на себя. В работе вас ждет успех, если проявите инициативу. В любви ваши чувства станут особенно сильными, партнер почувствует вашу глубину и искренность. Стрельцы, на этой неделе вы будете стремиться к переменам, но обстоятельства потребуют терпения. В работе не все будет ясно, информация придет кусками, и только к концу недели вы увидите общую картину. В личной жизни возможно недопонимание, но это не повод для ссор, а скорее проверка на гибкость. На выходных лучше всего сменить обстановку, даже короткая поездка подарит свежий взгляд. Козероги, неделя потребует от вас собранности в работе. Вам будет нелегко, но результат укрепит вашу репутацию. Финансовые дела будут стабильными, если вы не поддадитесь соблазну быстрых решений. В отношениях стоит уделить внимание деталям. Партнер ценит не громкие слова, а маленькие знаки внимания. Водолеи, на этой неделе вы будете особенно открыты вдохновению. В работе появятся нестандартные предложения, и именно они принесут вам успех. Но при условии доведения ваших концепций до практики. В личной жизни вас ждет неожиданное знакомство или откровение. Рыбы, эта неделя – время тишины и внутренней мудрости. В работе вы почувствуете, где скрыт подвох, и сможете избежать ошибки. Ваши предчувствия окажутся особенно точными. В выходные звезды советуют посвятить уединению или творчеству. Музыка, книги или живопись дадут мощный заряд вдохновения. Ну а сейчас мы рады вновь предоставить слово нашим коллегам из информационной службы. Продолжим говорить о самых заметных событиях этого утра. Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, направленный на устранение противоречий в земельном законодательстве. Предлагается расширить в ряде случаев оформлять в собственность более одного раза землю, полученную от государства. Некоторые категории граждан, например, многодетные семьи, имеют право получить один раз в жизни земельный участок от государства. В свою очередь, федеральное законодательство гарантирует бесплатное получение земли, которая уже использовалась в другом виде прав. Однако земельный кодекс не разрешает делать это дважды. Авторы законопроекта предлагают убрать это ограничение и прописать, что если человек оформляет уже используемый участок, правило «один раз» не действует. Правительство поддерживает законопроект при условии доработки. Аэропорт Якутск с 26 октября перешел на зимнее расписание полетов, которое продлится до 28 марта следующего года. В зимний период из столицы республики запланированы регулярные пассажирские рейсы по 34 направлениям, из которых 13 будут выполняться по центральному расписанию. Полеты осуществляет 7 авиакомпаний. Авиакомпания «Якутия» продолжит выполнять рейсы по популярным направлениям, включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и другие. Рейсы в курортные города России, такие как Сочи и Минеральные воды, будут осуществляться с пересадкой во Внуково. Международные рейсы в Харбин сохраняются до 2 раз в неделю. Авиакомпания «Россия» будет выполнять рейсы в Красноярск 3 раза в неделю.
Над промзоной Айхальского комбината загорелся яркий ориентир. Высотные трубы фабричной котельной украсил российский триколор. Архитектурную подсветку работники ЦСО «Энергетика» смонтировали за 1 месяц. Вскоре энергетики установят подсветку в цветах триколора на здании карьера юбилейной. Выбор подсветки в цветах триколора был сделан осознанно в знак солидарности энергетиков Айхальского ГОКа с энергетическими комплексами всей нашей большой необъятной страны. Это как и дань патриотизму и создание хорошего настроения работникам. Текущая рабочая неделя в России будет 6-дневной. Затем последуют 3 выходных дня подряд – 2, 3 и 4 ноября. 6-дневная рабочая неделя в России пройдет с 27 октября по 1 ноября, а рабочий день в субботу будет сокращенным, как предпраздничный перед Днем народного единства. Это связано с переносом выходного дня с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября, утвержденным правительством России. 56 волейбольных команд побились за суперфинал турнира «Сахава». В течение 2 дней спортсмены выявляли сильнейших в 10 возрастных категориях, среди которых основной состав и команды старше 60 лет. Соревнование проходит в 34-й раз и объединило любителей и профессионалов. В этом году на суперфинал турнира приехало свыше 600 спортсменов из Якутска, Вилюйска, Нюрбы, а также из Чурапчинского, Татинского, Уселданского, Горного, Намского и Алекминского улусов. Отмечу, что последние 5 лет суперфинал носит имя одного из организаторов ассоциации – Григория Попова. Мы, будучи представителями федерации, в свое время внесли предложение, чтобы присвоить именно имя суперфинала Сахавы Григорию Сидоровичу Попову, потому что Григорий Сидорович был очень хорошим сам волейболистом, чемпионом суперфинала Сахавы. Такими были новости к этому часу. Всего хорошего и до встречи в эфире. Итак, продолжая тему событий, в 2002 году первый президент республики Михаил Ефимович Николаев основал стипендию «Знанием победишь». И для продолжения традиции глава республики Айсен Сергеевич Николаев в 2024 году учредил государственную стипендию первого президента республики Михаила Ефимовича Николаева «Знанием победишь». Сегодня у нас в студии находится лауреат первой государственной стипендии 2024 года, директор ЕНСХ, доктор биологических наук Михаил Михайлович Чиросов и студент первого курса физико-технического факультета Северо-Восточного федерального университета Артем Мардин. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Для начала давайте поговорим все-таки немножечко об истории, когда появилась эта премия, в чем ее основная суть, и, собственно говоря, кому есть возможность получить эту премию уникальную. Мы знаем, что Михаил Ефимович, он всегда уделял большое внимание развитию человеческого капитала, так называемого, интеллекта, и у него было много проектов, программ, у него это фонд национальный, фонд Баргары, в то время много активных направлений имел, в том числе по развитию исследовательской работы олимпиадного движения. Он основал физико-математический форум «Ленинский край», потом он был преобразован под названием Малой академии наук. Это то явление, которое очень уникальное. Это дополнительное образование детей, которые, не забирая детей из школ, развивают, проводят смены, сборы, и, главное, они возвращаются обратно более подготовленные, квалифицированные. И, соответственно, вот эта система, она в какой-то мере потом в дальнейшем стала очень похожа на центр «Сириус». Но «Сириус» направлений больше. У Михаила Ефимовича была олимпиада, космическая программа была, и исследовательская работа появилась потом. И понятно, что у него был свой фонд. Этот фонд учреждал эту стипендию, это «Знанием победишь». И в день рождения Михаила Ефимовича, 13 ноября, оно вручалось. Между прочим, сейчас 13 ноября – это День инноваций Республики Саха-Якутия, поэтому тоже очень знаменательно, потому что Михаил Ефимович – инноватор, которых, наверное, по России вообще штучное количество государственных деятелей есть. Много инициатив, и стипендии, она была, сейчас она тоже для деятелей культуры тоже есть, для организаторов, для школьников, студентов, для учителей.
Это очень такая знаменательная стипендия. Она была до нас, теперь она стала государственной, и Арсений Сергеевич в прошлом году ее нам вручал. Артем, ну ты стал лауреатом стипендии, да? Конечно, наверное, многим телезрителям сейчас очень интересно, да? Какой проект ты защитил, да, и, собственно, над чем работал? Вот, по сути, стипендию получают за широкопрофильную работу в своей области. И мои исследования чаще всего связаны с космическим направлением. То есть, вот как Михаил Михайлович сказал, космическое направление у нас развивается очень активно. Например, мы сейчас закончили работу и ждем запуска на орбиту первого якутского спутника. То есть это спутник, который полностью сделали выпускники Малой академии наук под руководством преподавателей. И все проекты вот как раз-таки связаны именно с космосом. И последняя работа, например, это был расчет энергопотребления для спутника. Поэтому вот. То есть и ты занимался этим в том числе? Да, конечно. То есть у нас очень много разных проектов, очень много разных направлений. И сейчас мы уже работаем как организаторы мероприятий в Малой академии наук и собираемся привлекать все больше и больше школьников и всех агитируем участвовать. Ну, Артем у нас уже был в гостях в качестве ученика физико-технического лицея, сейчас уже первокурсник. Ну и как, вот скажи, такой, наверное, вопрос, немножечко уже не по теме, да? Сложно ли совмещать работу в науке с учебным процессом, да? Вот если все-таки в школе это еще получалось, а сегодня ты студент. Как раз-таки в университете получается иногда еще лучше, потому что 11 класс по нагрузке, мне кажется, был чуть побольше, чем первый курс. И поэтому вполне, да, вполне хорошо получается, особенно если тебе нравится то, что ты делаешь, и ты правда заинтересован в этом. Еще нужно сказать, что Артем постоянно участвовал в конференциях «Это шаг в будущее», то есть его работа по образовательному спутнику, она удачно сочеталась, и вот эти конференции «Шаг в будущее» — это тоже детище Михаила Ефимовича. Это такой ключевой проект у нас в республике, причем по стране таких программ много, а у нас мы под этим брендом взяли много-много направлений, и фактически республика не может приезжать по много раз на разные конференции, поэтому как бы одно окно, как мы иногда говорим, и человек приезжает, сразу претендует на поощрение порядка 10 конференций, в которых мы установили контакт связи. Это тоже тоже действие Михаила Ефимовича, то, что появилась структура, она получает государственное задание от Министерства образования и науки Республики. Это такая большая система, которую Москва, например, наш Центральный совет, они очень ценят нас и Якутию, созданную систему. Они видят, откуда дети приезжают, с каких регионов, с отдаленных в том числе. И говорят, у вас очень хорошая система. Ну, понятно, что Михаил Ефимович, даже когда перестал быть президентом, он все равно помогал, содействовал. И МВТУ имени Баумана, который основной носитель организационный, тоже в том числе очень сильно посещал Михаил Ефимович. И много рассказывал, встречался с руководством, и это тоже очень сильно помогало. А какими еще научными проектами вы занимаетесь в Малой академии наук? Ну, я куратор в целом организационных вопросов, связанных по «Шаг в будущее». При Малой академии наук внутри находится головной координационный центр программы, который проводит 18 конференций, республиканские, многие другие проекты. Ну и плюс еще в этой мере я координатор аэрокосмической лаборатории. Там есть направление образовательный спутник, Консат и другие проекты. Ну и есть геоинформационные системы, тоже проводим. Мы проводили космоманию, какие-то разделы. Сейчас молодые ребята пришли, направлений много появилось, подключились красноярские специалисты. Ну, это очень интересное направление, которое я курирую. Михаил Михайлович, у вас огромный опыт работы с ребятами, с подростками, со студентами, да, вообще с умными ребятишками, да, вот по вашему мнению, сегодня какое-то особое направление есть в науке, куда ребята прям с охотой идут? Ну на примере Артема это космос, да, им интересно это. Может быть, еще есть какие-то? Ну, да, это вообще такой стандартный вопрос, но я обычно на него отвечаю таким образом, что нельзя детям давать какие-то приоритеты, направления. Должно быть разнообразие, где ребенку должно нравиться то, что ему нравится. И он должен заниматься тем, чем ему хочется. И он развивается на свою будущую, возможно, профессию, возможно, интерес жизни, хобби. И поэтому я отвечаю так. Должно быть все.
Всё. Иногда вот такая есть поговорка, это в Греции есть все, но я думаю, у нас в Якутии в наших направлениях должно быть все направления. Все направления. И у нас огромное количество секций, тематик, конкурсов, это большое разнообразие. Артем, ну и тогда вопрос, наверное, будет логичный в завершении нашей беседы. Твоя будущая специальность уже обозначена? Ну, есть цели, мечты. Хочу стать аэрокосмическим инженером все-таки, да. Потому что связать жизнь с космонавтикой, мне кажется, это крайне интересно и перспективно, в принципе. Но мне кажется, с базой, которую ты получил в республике, с такими замечательными руководителями, я думаю, у тебя твоя мечта обязательно должна сбыться. Просто обязана. И уже в будущем, лет так через 20-30, будешь сидеть у нас здесь инженером. А может быть, по прямой связи с МКС? Может быть, а почему нет, да? Хоть и инженер, да? Мечты должны сбываться. Спасибо большое за то, что посетили наш утренний эфир. Желаем вам хорошего, продуктивного рабочего дня, хороших оценок на учебе. Ну а вам, конечно же, продуктивных, таких рабочих, наверное, будней с очень умными и хорошими ребятами. Ну, наверное, в завершении, может быть, пожелание. Можно обратиться к зрителям. Может, к ребятам, кто сомневается сегодня и еще до сих пор не выбрал свой путь. Нет, я вообще бы обратился по тем людям, которые могут участвовать в конкурсе на государственную стипендию. «Знанием победишь». Не нужно бояться, потому что это, конечно, конкурс, но люди получают стипендию один раз, поэтому всегда освобождают пространство, и надо участвовать. И это развитие, и движение вперед, оно зависит от каждого из нас. И по желанию участвуйте в конкурсах. Дерзайте. Дерзайте. Вот на таких замечательных словах мы подводим итог нашего эфира. Желаем всем прекрасного утра и хорошего настроения. Да, и, ну и, конечно, напоминаем, что уже завтра в это же время на телеканалах Якутия-24, НВК Саха мы ждем вас и сделаем ваше утро по-настоящему бодрым. До новых встреч, до завтра. Увидимся завтра.